Доброта растопит лед. Именно под таким лозунгом стартовала благотворительная акция на одном из катков в центре столицы. Участники акции, музыканты и заслуженные спортсмены специально отложили дела, чтобы провести время вместе с детьми из детских домов. В конце концов, каждый человек в душе всегда остается ребенком. Но чтобы еще больше разодорить гостей и не дать им замерзнуть, организаторы акции решили провести турнир по хоккею. Сейчас будет хоккейный матч. Сразу могу признаться, играем мы не на уровне Саши Овечкина, но что-то близкое, конечно. И вот сейчас с детьми, с командой детей-сирот, объединенной командой детских домов, мы устроим жестокий баттл. Победит сильнейший. Вы готовы? Да! Я вас не слышу! Мы порвем вас! Мы разорвем вас! Поехали! Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней, отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Заслуженная гимнастка Лисан Утяшева – частый гость на благотворительных мероприятиях. Девушка не понаслышке знает, как трудно добиться чего-то в спорте и в жизни. Но благо, родители даже в самую трудную минуту не оставляли ее и всегда поддерживали. Мама по ночам вязала платьишки, гимнастические купальнички. Папа давал свою удочку на растерзание, чтобы сделать гимнастическую ленту. Мама из шелка лепила, делала эту ленточку гимнастическую. Обручи находили кое-как, железные, были невыносимо тяжелыми, поэтому приходилось их заказывать. Актриса Настя Сиваева, больше известная как папина дочка Даша, при каждой удобной возможности принимает участие в благотворительных акциях. Настя пока не олигарх и помогать детям материально не может. Но, как говорится, чем богатые, тем и рады. Тем, что я прихожу, тем, что я общаюсь, как могу, как-то на вопросы какие-то отвечаю, просто фотографируюсь или как-то что-то рассказываю. Мне кажется, наверное, это детям как-то приятно, или что-то я им даю, или какой-то стимул, или еще что-то. Конечно, звезды принимают участие в подобных мероприятиях в первую очередь, чтобы поддержать ребят, но и сами часто обращаются к детям в поисках искренности и доброты. Вот я, например, маленькая девочка сегодня спросила, как я выгляжу, тебе нравится? Она говорит, да, но я считаю, что куртка черная сюда не в тему. Понимаешь, да? То есть я уже понимаю, что куртку я, наверное, сниму. Попроще надо быть. Меня только что дети научили делать оригами. Я его никогда в жизни не делал, но у меня получилась какая-то курица. Она, в общем, делает клювом что-то. Вот так вот. Смотреть на жизнь широко открытыми глазами, наивными и не циничными, а вот детскими добрыми такими глазами. И когда общаешься с детьми, как-то заряжаешься тоже вот этим такой энергией. Да, помогает. Меня дети сегодня пытались учить на коньках кататься. Несмотря на то, что бригада скорой помощи дежурила на катке все время, аптечка врачей так и осталась закрытой. Дети показали отличное катание, а потом вместе со взрослыми дружно подкрепились чаем и пирогами. Когда пришло время расстаться, уже успевшие стать друзьями артисты и дети пообещали друг другу встретиться вновь.